Здравствуйте, я Александр Чепиков, чемпион мира по бильярдному спорту, а также являюсь главным тренером сборной республики Саха-Якутия. У нас начинается видеокурс уроков бильярда, и мы обсудим такие вопросы, как постановка техники, как выбрать правильно кий, как прицеливаться, какие винты давать и многое-многое другое. Немножко об истории бильярда. Бильярд зародился очень-очень давно и точно неизвестно. Либо было это в Китае, либо в Индии. Но это точно была Азия. Зарождался он одновременно с шахматами. Одна из самых древнейших игр. Первый бильярдный стол был собран в 1439 году в Европе. Но в России он появился, конечно же, позже, и привез его к нам Петр I из Голландии. В том виде, в котором мы привыкли его видеть, бильярд появился не сразу. Бильярд претерпел множество изменений по ходу своего существования. Когда-то стол имел круглую форму, когда-то он был квадратной формы. В настоящем виде, в виде прямоугольника, это два квадрата, одинаково равных между собой, появился уже гораздо позже. Сегодня мы имеем вот такой стол. Это идеальная форма для того, чтобы очень хорошо и качественно развивать этот вид игры. Спортсмен-бильярдист обязан быть в туфлях, черных брюках, жилетке и однотонной рубашке. А также на определенной стадии турнира обязывают одевать бабочку. Как правило, это финальные. Помимо формы, также существует такое понятие, как бильярдный этикет, что не везде его используют. Это такие моменты, как при прицеливании, когда соперник целится, допустим, то его оппонент прямо перед вузой начинает мелькать или подсматривать, куда он бьет, или вот так вот стоит, облокотившись на стол, тем самым отвлекая от прицеливания. Это все делать нельзя, потому что друг другу мешаете и развиваться. Поговорили о том, как должен выглядеть бильярдист, о том, как нужно себя правильно вести. Теперь переходим к самому важному – это техника бильярдиста. Как правильно вставать в технику? Здесь очень много нюансов, и они следуют каждый друг за другом. Начнем с того, как правильно держать кий. Держим кий в основном, не сильно сжимая. В основном это делается, я делаю это тремя пальцами основными: большой, указательный и средний. Вот так это выглядит. Не сильно жестко и не сильно мягко держать кий. Нельзя его держать как молоток, и также нельзя слишком его освобождать. Кисть должна быть расслаблена, и ее мышцы тоже. Данил, ученик школы бильярда, покажет, как кисть. Видно, что он кисть держит не очень крепко, она у него расслаблена и довольно легко ходит. Можешь забивать. Так. При отводе кия назад, при замахе, раскрывается немножко кисть, и соприкосновения кия с ладонью нет. Тем самым мы оставляем прямолинейность хода кия и более точному удару. Забивай. Также очень важно при правильной стойке это положение ног. Как правильно? У нас есть линия удара, это два шара вот так вот смотрят в лужу. И по этой линии удара должна быть правая нога становиться. Ставим правую ногу, левую ногу немножечко вперед и стопу разворачиваем по направлению удара. После этого наклоняемся в стойку.
Если мы сделаем это неправильно, и нога будет немножко левее от линии удара или правее, или слишком далеко назад, то не получится устойчивая стойка, и вас начнет раскачивать влево, вправо, назад, вперед, что недопустимо. Весь вес перекладывается на правую ногу преимущественно, тем самым получается устойчивость хорошая. Левой лишь мы придерживаем, она полусогнута, и мы придерживаем все остальное тело. Также некоторый вес перекладывается на левую руку, так называемый мост. Да? К нему мы еще вернемся. Следующий момент. В стойке еще также очень важно не только положение ног, также очень важно, как расположено плечо. Вот линия удара, далее я покажу это схематично на доске, нарисую. Вот по этой линии удара плечо должно быть на этой же линии, так же как и правая нога. Вот, покажи, Илья. Вот, потому что если это плечо будет правее или левее по линии удара, то удар придется не совсем точный. Кий должен ходить прямолинейно, максимально прямолинейно, не должен раскачиваться вверх и вниз. Вот, я рассказал о том, как должны находиться ноги. Вот эта вот линия продольная, это кий, это линия удара, куда мы будем бить, куда наносить удар. А это те части тела, как они должны быть расположены в идеале, как они должны быть расположены для того, чтобы прямолинейность удара и вообще забитие шара было. Вот по линии удара мы поставили ногу. Она может стоять, у кого-то она может стоять прямо, у кого-то немножко вот так вот под углом, как я нарисовал. Левая нога полусогнута и немножечко в сторону от этой ноги и вперед. Далее целиться нужно обязательно стараться двумя глазами, потому что очень много допускают ошибок новички, ставя кий под правый глаз. Ну, и они думают, что они целятся двумя глазами, а на самом деле прицеливаются лишь одним глазом, потому что он у них ведущий, они привыкли многие вещи делать одним глазом и уже этого не замечают. Вот. Это самая грубая ошибка новичков. Если новичок у меня на занятиях сдвигает кий вот сюда, на эту линию, то он начинает гораздо больше забивать, и это сразу ему начинает нравиться, и он понимает, что так правильно. Даже если он ранее утверждал, что у него только этот глаз ведущий, и мне надо целиться только этим глазом. Вот. Это уже проверено. Далее идем. Плечо. Плечо также должно быть в идеале на вот этой линии, вот здесь. Кий должен проходить, потому что это рычаг основной. При замахе, если плечо будет вот здесь находиться, как часто это бывает, то удар, то кий, по идее, как будто вот проходит вот по такой проекции. И глазами мы смотрим вперед, а кий получится будет немножко сбоку идти, немножко в сторону. То есть глазами мы будем видеть, как будто он идет прямо, а на самом деле он будет расположен немножко в сторону, направлен. И во время удара удар будет проходить по вот этой траектории, а не по прямой. Поэтому стараемся плечо ставить ровно за затылок. Его, может быть, кому-то надо подтягивать, ну, приложить усилия, потому что не все так просто. И в идеале локоть тоже должен быть на вот этой вот линии. Потому что локоть, если будет завален влево там, или вправо, то тоже прямолинейность удара будет нарушена, и забивать будет гораздо сложнее. На примере себя покажу, как правильно подходим в стойку. Вот как новички должны подходить в стойку. Ставим кий. Вот это линия нашего удара. Поставили кий. Голова тоже на линию удара при прицеливании. Далее мы подвели кий к самому шару. Далее держим кий. Кстати, вернусь к тому, как выбрать, где держать кий.
Как правильно держать кий? Вот таким образом мы находим центр тяжести кия. Смотрим, вот центр тяжести вот здесь, да. И вот от этого места мы делим кий пополам. То есть получается, что вот здесь вот идеальный хват, идеальный баланс у этого кия. В этом месте держим. Здесь вот взяли кий, поставили его в линию удара. Далее мы ставим ногу в линию удара либо прямо, либо немножко под углом. Поставили. Вот эта рука и нога должны быть на линию удара. Эта рука должна быть прислонена к ноге. И вот уже с этого вот момента, вот с этого места мы начинаем левую ногу немножко вперед и в сторону выдвигать и делаем наклон. Вот отсюда уже пошла вся стойка, потому что мы правильно приготовились, и встать правильно гораздо легче. Потому что если я сейчас вот сделаю ошибку и ногу поставлю где-то в стороне, меня всего перекосит, и я начну шататься. Устойчивости уже не будет. Опять повторяю. Кий держим, нашли баланс, кий держим, поставили в линию, поставили ногу под рукой. Есть параллельные, вертикальные проекции. Ногу поставили на линию удара и уже отсюда делаем наклон. Также у многих есть такая ошибка, они правое плечо у них вот так вот завалено и локоть вот так вот завален. Это тоже плохо, потому что вот если вы посмотрите, куда кий направлен, какой это то, о чем я говорил. Глазами они видят правильно, а удар придется немножко вот сюда в сторону. И многие не понимают, что происходит, что делать. Вот это проблема с плечом. Плечо должно быть обязательно. Стараться его нужно вот отсюда его поднять за затылок. Поднимаем, и теперь кий ходит ровно, как нам надо. Центр шара смещается, и мы видим другую картинку, не совсем правдивую. Если мы сместимся, то мы видим, что и делаем перехват указательным пальцем, прижимая, как должна быть левая рука. Это обычный мост, открытый мост. Точность при ударе с борта увеличится.